В Новочебоксарске продолжают выяснять причины пожара в доме по улице Семенова. Его жильцы не пострадали. Сейчас на месте ЧП продолжаются восстановительные работы. Это чрезвычайное происшествие стало поводом в очередной раз напомнить горожанам о мерах безопасности. Сотрудники МЧС провели профилактический рейд. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Предварительная версия – поджог. Из квартиры на первом этаже в доме по улице Семенова огонь перекинулся на весь коридор. Спасатели успели эвакуировать 11 человек, в том числе 3 детей. Здесь все решает то, насколько оперативно на место ЧП прибудут экстренные службы. Пожар в этом жилом здании вспыхнул в 2 часа ночи 11 января. Возгорание произошло на первом этаже. Люди были эвакуированы за считанные минуты. Тогда был задымлен весь подъезд. Впрочем, следы копоти заметны и сейчас. Пламя повредило двери квартиры. Ликвидировать возгорание пожарные смогли за 25 минут, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Ночь 11 января жильцы дома вспоминают с содроганием и благодарят огнеборцев за оперативность. Молодцы, мальчишки. Спасибо за такой отзыв. Это наша работа. Ну, иногда работа проходит халатно, а ваши мальчики молодцы. С вашей стороны, хотелось бы, чтобы вы соблюдали требования пожарной безопасности, берегли своих родных, близких. Чрезвычайные происшествия можно предупредить. Сотрудники МЧС обходят квартиры, чтобы напомнить о правилах безопасности. Немало претензий у инспекторов пожарного надзора к управляющим компаниям. К примеру, в этом доме по улице Семенова жильцов поджидает опасность на лестнице для эвакуации. Здесь просто-напросто на сегодняшний день эвакуацию нельзя провести. В доме по улице Советской эвакуационные пути преграждают стекла. За содержание запасных выходов отвечает управляющая компания. Мы будем проводить беседы с жильцами для того, чтобы они больше так не делали, для того, чтобы они не выставляли стекла, не выставляли, как говорится, там различные предметы. Вот. Это обязательно жильцами мы проводим всегда. Ну, а если они не убирают, то, естественно, убираем мы за них. Куда большую опасность представляют оголенные провода, неисправные розетки и выключатели. Нареканий компании, управляющей домом, было немало. Корпуса самого нету, отсутствует даже выключатель, освещение для помещения туалета. Тут также лампочка, просто она пропустили, висит, не зафиксировано никак. Еще одна проблема – загроможденные коридоры. У своих квартир жильцы выставляют и санки, и велосипеды, и деревянные ящики. При помощи экшн-камеры наш оператор показал, как такие препятствия могут помешать эвакуации в случае ЧП. Чаще всего, отмечают в МЧС, пожары возникают по вине жильцов. Основными причинами пожаров являются у нас неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрических приборов, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Лица, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие возникновение пожара, будут привлечены к уголовной либо к административной ответственности. Инспекторы пожарного надзора по Новочебоксарску отмечают, что жители большинства домов соблюдают меры безопасности. Для этого и проводятся профилактические рейды. Дмитрий Ковалев и Сергей Емельянов, Республика, из Новочебоксарска.